Yes, and it is recording. Wonderful. Okay. So, hello, dear friends, dear brothers and sisters in Christ in Tagil, Lysva, Caucasus, wherever. Good to be with you again. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Неважно, где вы сегодня находитесь, на Урале, там, в Лысьве, в Нижнем Тагиле, на Кавказе или где-то еще. В общем, рады снова быть с вами. This is part 5 of our series Biblical Faith. Сегодня у нас уже будет 5-е занятие на тему библейской веры. In the last session, I talked about this great blessing of faith that we can get through faith. This is faith. This is victory over sin. В прошлый раз мы говорили об этом замечательном благословении, удивительном, которое мы можем все точно так же принимать верою. И благословение это называется победа над грехом. And I talked about the fellowship with the Holy Spirit and how can we experience His help by showing us the situation of danger where we are tempted to sin and that we can resist to sin. И мы говорили с вами о том, что благодаря общению со Святым Духом, благодаря Его помощи, мы можем слышать от Него, когда Он нас предупреждает о различных искушениях, которые стучатся к нам в жизнь, стучатся в двери нашего разума и всего остального, и как мы можем сказать «нет» в такой ситуации. But in order to have this wonderful experience, we need to have a strong foundation in the Word about what has happened to us when we became a believer. Но для того, чтобы в полной мере наслаждаться этим благословением, нам очень важно обзавестись твердым библейским основанием касательно того, что Библия говорит о нас, когда мы с вами уверовали, что с нами стало. Remember this verse in Philemon 6 where it speaks about effective faith by the knowledge of all the good things that we have in Christ Jesus. Помните, мы с вами говорили об одном из переводов, например, с английского 6 стиха послания Филимона, когда там говорится, что наша вера с вами становится действенной или эффективной благодаря тому, что мы начинаем овладевать и понимать все то доброе, что сделал для нас Христос. So we have to know and to accept certain facts that the Bible gives us about our new situation or our new position that we have in Christ. Другими словами, мы должны знать определенные факты и принимать их, эти библейские факты, которые сообщают нам о нашем новом положении во Христе Иисусе. Что это значит? Remember the order that we mentioned many times: first facts, then faith, and then experience. И снова хочу вам напомнить, мы уже многократно с вами говорили о правильном порядке вещей в Царстве Божьем. На первом месте у нас факты, потом вера, и за этим уже следует способность пережить эти факты. And we find these facts about victory over sin mainly in the letter to the Romans. И факты, которые как раз-таки нам и говорят очень много о том новом положении, которое мы приобрели во Христе, эти факты в своей большей мере расположены именно в послании к римлянам. Which unfortunately is very much neglected in many, many churches. They don't teach it, they don't explain it. It's just not there in the churches many times. И, к сожалению, часто в церквях это послание к римлянам игнорируется, на него не обращают особого внимания, о нем не проповедуют. То есть как таковое понимание того, что там содержится в церквях, часто не найти.
And this passage that we will look at now is very, very crucial for victory over sin. Опять-таки, возвращаясь к победе над грехом, это очень важная тема. Сейчас мы посмотрим один удивительный стих Писания. I will start with telling you what is written in verse 25 of chapter 21 of chapter 5. Начнем с вами с 21 стиха из 5 главы послания к римлянам. And there it says that in the same way as death reigned, that, excuse me, sin reigned unto death, even so grace reigns through righteousness unto eternal life by Christ Jesus. Итак, Римлянам 5 глава, 21 стих. «Чтобы как грех царствовал и вел к смерти, так и благодать царствовала в праведности, ведущей к вечной жизни через Иисуса Христа, нашего Господа». Through sin, death reigned in our life before we became a Christian, before we were made alive. Здесь говорится, что грех царствует и ведет к смерти в нашей жизни до тех пор, пока мы не встретились со Христом и пока мы не стали кем-то новым в нем. And now we live in a new spiritual realm where grace is reigning. И теперь мы живем с вами в новой духовной сфере, где царствует благодать. And how this works will be explained in the following verses in chapter 6. И как это происходит, мы находим в последующих стихах 6 главы. And I want to encourage you to take a deep study of this passage, to read it again and again and pray about it and find out what it really has to say to you. В целом я вас хотел бы побудить, чтобы вы читали этот отрывок, вообще это послание снова и снова, и задавались вопросом, о чем он вам говорит. And in this passage, we find three key words that В helps us этом отрывке understand the whole thing. мы находим с вами три ключевых слова, которые помогают нам понять суть написанного. Very important. Мгм. But we will come to it. Okay. So first we have to know something. And this knowing is not knowing by hearing some information or understanding something in our mind. Итак, во-первых, одно из ключевых слов это знать, и это не просто обладать какой-то информацией, но внутренне понимать. But it talks about a knowledge that is given by revelation, a supernatural act of the Holy Spirit, where we can understand something that our mind would never tell us. Где речь идет о познании, то есть о сверхъестественном откровении, которое было дано нам Святым Духом и которое иначе бы никак не было понятно нашему плотскому разуму. See, Paul, by the revelation of the Spirit, knew more about what has happened the moment at the cross when Jesus died than the disciples who were there at that time at the cross. Потому что, например, тот же самый Павел, он через откровение Святого Духа понимал глубину того, что произошло на кресте в тот момент, когда там умер Христос. Он понимал это гораздо глубже, чем даже те апостолы, которые физически присутствовали и были свидетелями этого. Many believers just know Jesus died for my sins, so I can be forgiven and I will go to heaven. That's all they know about the cross. Многие христиане что знают о кресте? Они знают, что Иисус умер за грехи, например, мои личные, и я поэтому не пойду в ад. Вот и все. Это все, что люди знают чаще всего. And then they miss a very important fact about what has happened at the cross with us.
но они упускают из виду тот важный факт, который на кресте произошел с нами, можно так сказать. The great revelation is that when Christ died at the cross, God dealt with us as humans in the same moment. Удивительное откровение заключается в том, что в тот момент, когда Иисус был и умирал на кресте, Бог, можно сказать, разобрался с нами, как с людьми, в тот же самый момент. Your mind will say, how can deal with me uh, in the same moment as Jesus died 2,000 years ago at the cross? It doesn't make sense. Для нашего человеческого разума утверждение, что Бог что-то сделал с нами или разобрался с нашими проблемами в тот самый момент, когда 2000 лет тому назад Иисус умирал на кресте, это кажется нам нереальным, это кажется нам невозможным. So our mind, our human mind, will never teach us about this very important fact of our faith. Именно поэтому и человеческий интеллект не способен нас чему-то научить об этом очень важном библейском факте. We have to get it by supernatural revelation of the Spirit. Здесь никак не обойтись без сверхъестественной помощи Духа. And this revelation comes when we, by the help of the Spirit, read and study and think about and pray about these passages in the scripture. Но эти откровения приходят в нашу жизнь, когда мы обращаемся к Писанию и с помощью Святого Духа, с помощью Его а, действия мы способны понять, что там написано, глубину духовную этих вещей. So, with this explanation, now let's turn to Romans 6. И давайте, беря это все во внимание, обратимся к 6 главе послания к римлянам. Paul said in the previous verse that grace is reigning in our life. Мы с вами помним последний стих 5 главы, где Павел говорит, что теперь благодать царствует в нашей жизни. And then continues, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Итак, мы читаем с вами последнюю часть 2 стиха. Мы умерли для греха. Как же мы можем продолжать жить в нем? We are dead to sin. This is what Paul says. Здесь Павел очень ясно говорит, мы уже умерли для греха. And the following verses explain this more in detail, what this means. И 3 стих подробно объясняет нам, что это Know you not that so many of us were baptized into Christ, were baptized into his death? Итак, Римлянам 6 подробное объяснение. Понимание, что мы умерли, мы крестившиеся в Иисуса Христа, крещены в Его смерть. When we accept Jesus by the Spirit, we are baptized into Christ. This is what has happened when we became born again. Когда человек рождается свыше, он крестится в самого Иисуса Христа. And we have to know this fact. We have to believe it. И нам очень важно этот факт понимать, и нам очень важно в этот факт верить. And Paul continues, therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. И дальше 4 стих. Мы при крещении были погребены с Ним в смерть,
чтобы жить новой жизнью, как и Христос был воскрешен из мертвых славой Отца. Verse 5, if we have been planted together in the likeness of his death, we also shall be in the likeness of his resurrection. И 5 стих. Если мы соединились с Ним подобием Его смерти, то будем соединены и подобием Его воскресения. And now again, verse 6, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that from now on we should not serve sin. И 6 стих. Мы знаем, что наша прежняя греховная природа была распята с Ним для того, чтобы освободить нашу жизнь из-под власти греха. For he that is dead is freed from sin. И дальше продолжаем и переходим в 7 стих. И чтобы мы не были более рабами греху, ведь умерший освобожден от греха. Paul gives the picture of a slave master. Sin was our slave master, and we had to obey sin. Павел здесь нам дает такую картину, что грех был нашим рабовладельцем, и так как он владел нами, мы были обязаны повиноваться ему. And a slave had to serve his master all his life long. There was no exception. И раб, который был куплен своим господином, он был обязан всю свою жизнь служить ему. The only way to escape this master was to die. Then he has no longer power over the slave. Единственный способ, как можно было выйти из-под рабства такого, это просто умереть. Тогда рабовладелец терял права над умершим рабом. So we were submitted to the slave master all our life long, but then through Christ we died, and therefore we escaped his dominion. Всю свою жизнь мы принадлежали определенному рабовладельцу, и мы были вынуждены ему служить и повиноваться ему. Но потом, когда мы умерли вместе со Христом, мы вышли из-под его господства. Please look carefully at the text. It doesn't say that sin died, it said we died to sin. Я хочу обратить ваше внимание, посмотрите внимательно. В тексте нигде не говорится, что грех умер, но это мы умерли для него. So many times I use the picture to explain what this means. Я использую определенную картину, чтобы объяснить, что это на самом деле значит. I used this picture in the old days, in the communist days, when I was teaching in Bible school in Eastern Germany, communist Eastern Germany. Мне доводилось использовать тот же самый пример, когда я обучал Библии еще в коммунистические времена в Восточной Европе. The 1st of May was a very important national day of celebration for the communists. Для всех советских людей, которые застали эти времена, понятно, что 1 мая – это был большой праздник, который обширно праздновался при коммунизме. And all the people that were working in the state factories, they were obliged to go on the street with their little flags and with a happy smile and celebrate the greatness of communism. В общем-то, понятно, что очень часто люди, которые работали на заводах и на фабриках, их фактически принуждали выйти в этот день, 1 мая, на демонстрацию всеобщую, когда им давали какой-то флажок, и со счастливыми улыбками они должны были демонстрировать благодать коммунизма. This is what they had to do, whether they liked it or not, because they were members of this community, of this communist state. They belong to the state, so the state says you have to do it. И дело вовсе не упиралось в добровольное желание самих этих людей выйти на демонстрацию, но
так как эти люди зависели от того сообщества, в котором они жили. Хотели они или не хотели, раз партия сказала «надо», все выходили на демонстрацию. So let's imagine there's one man who has the chance to run away. He escapes from Eastern Germany and he flees to the so-called free West Germany. Давайте себе представим человека, которому удалось бежать из социалистической Восточной Германии в так называемый свободный Запад. So then at the 30th of April, the doorbell rings and there's a man there in the door. И представьте себе, вот он теперь живет на территории Западной Германии, но 30 апреля он слышит звонок в дверь. And he says, I want to remind you, tomorrow is 1st of May, so please remember, here are the flags and be there on time on the place of the Republic, and there we will happily demonstrate for the greatness of communism. И там стоит в дверях человек, и он с такой с флажком говорит, я пришел напомнить, что завтра же у нас 1 мая, вот тебе флажок, давай приходи на главную площадь и принимай участие в демонстрации, где мы все будем радостно праздновать этот коммунистический праздник. What will this man say? Как вы думаете, что скажет этот человек? Will he say, oh my goodness, I almost forgot it. Thank you that you remind me. Yes, I will be there, of course. Думаете, он скажет: надо же, а я-то чуть и не забыл. Спасибо, что ты мне напомнил. Конечно, конечно, завтра я приду. No, he pulls out of his pocket his new passport, which says he's a member of a different state. He's no longer under the rule of Eastern Germany. Нет, что такой человек сделает? Он достанет свой новый паспорт, например, который свидетельствует о том, что он гражданин теперь совсем другого государства, и он не обязан быть в подчинении правилам какого-то еще государства. And he will say, excuse me, your rules of Eastern Germany are still there, but they do not apply to me anymore because I'm a member of a different state. Here's my passport. Thank you. Bye bye. Он скажет: конечно, я понимаю, что у вас все еще есть свои правила и традиции на территории Восточной Германии, но теперь они ко мне неприменимы, потому что вот мой новый паспорт, он свидетельствует о том, что я гражданин другого государства, поэтому прощайте и не беспокойте меня больше. I think you got the picture. Ну, я думаю, вам было легко это представить. We live in a different realm. Мы живем с вами сегодня совершенно в другой сфере. We are set free from the old slave master. Мы были освобождены от нашего прежнего рабовладельца. And our new master is grace, no longer sin. И теперь нами управляет благодать, а не грех. It is absolutely necessary and important and fundamental that we understand what has happened when we were born by the Spirit. Очень важно нам, я даже не могу сказать, насколько, преувеличить значение понимания того, чтобы мы все с вами осознавали, что случилось с нами, когда мы родились от Духа. In Colossians 1, Paul says, we were transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of Christ, in the kingdom of love. We were transferred. В Колоссянах Павел говорит, что мы были с вами изъяты из царства тьмы и были перемещены в царство Сына Божьего, в царство света. And the way we escaped is through death. We were crucified with Christ. And that was the end of the dominion of sin. И перемещение это произошло благодаря нашей с вами смерти, потому что мы с вами умерли вместе со Христом на том кресте, и господство греха в нашей жизни абсолютно прекратилось. That is what verse 7 says. For he that is dead is freed from sin. И это то, что именно
И говорится здесь в Римлянах 6 главе, в 7 стихе, «Ведь умерший освобожден от греха». Verse 8, now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. 8 стих. «Если мы умерли с Христом, то верим, что и жить будем с Ним». Many people think, yes, later, in future, in heaven, we will live with him. No, it's now. It's talking about our daily life. Некоторые верующие, они думают, что они начнут жить со Христом, когда они попадут в вечность, они попадут на небеса. Но фактически наша жизнь со Христом уже началась. Verse 9, knowing that Christ, being raised from the dead, dies no more. 9 стих здесь снова говорит, мы знаем, что Христос воскрес из мертвых и больше не умрет. Death has no more dominion over him. Смерть уже не имеет власти над ним. That means there was a time in his life where death had dominion over him. Это означает, это абсолютно простой логический вывод, что смерть когда-то все-таки имела господство над Христом. You need to understand, the Bible says we were dead in our sins. That means we didn't have the life of God. We were not spiritually connected with God. Библия утверждает, что мы все с вами некогда были мертвыми из-за наших грехов. То есть мы были оторваны от Божьей жизни, мы были оторваны от всего Божьего. And Jesus came down from heaven and identified with us and came to the same level where we were. Потом Христос пришел с небес, и Он совершенно идентифицировал себя с нами. Он сделался с нами одним, Он сделался похожим с нами. You need to understand, death is not a moment where the heart stops beating. Death in the Bible is a spiritual condition of being totally separated from God. Нам еще очень важно дать библейское определение смерти, потому что смерть с точки зрения Библии– это не просто какой-то короткий момент, когда человеческое сердце перестает биться, но это целое духовное состояние отделения от Бога. And this happened to Christ when he took our sins, the sins of the whole world, and because of the sins, he was separated from God. He cried out, my God, why have you forsaken me? И в тот момент, когда Иисус взял на себя наши грехи, Он пережил эту духовную смерть, Он пережил это отделение от Бога, когда связь с Богом была прервана, и Он стал вопить и говорить: Бог мой, почему ты меня оставил?» Here in Romans 6, it speaks more about the negative side of the cross, but in Ephesians 1:15 to 23, it speaks about the positive side. Интересно, что здесь, в этом отрывке в Римлянах, больше рассматривается негативная сторона греха, в то время как первая глава послания к Ефесянам, там с 15 по 23 стих, говорится именно о этой положительной, об этой радостной стороне креста. And Paul makes it very clear that only by the supernatural revelation of the Spirit of wisdom and revelation, you can understand this wonderful truth. И Павел настаивает, и он говорит там, в Ефесянах, о том, что только благодаря духу премудрости и откровения, только благодаря сверхъестественному откровению духа мы можем ухватиться за эту драгоценную истину. And that Paul explains when Christ was raised from the dead, we were together raised from the dead. И там он утверждает и говорит, что в тот момент, когда Христос воскрес из мертвых, мы совоскресли вместе с Ним. And this is the same thing, but the negative side, which is explained in Romans 6. И здесь, в Римлянах, в 6 главе, мы смотрим
на то же самое событие, просто оно говорит о негативной части. Death has no more dominion over Christ. Здесь говорится, что смерть уже не имеет власти над Христом, это конец 9 стиха. And because we, by God's supernatural act, were joined together with Christ, and we went through the same experience, therefore death has no more dominion over us. И потому что благодаря сверхъестественному Божьему действию, так как мы вместе со Христом были распяты на том кресте, смерть With, точно таким же, подобным образом больше не имеет власти и над нами. with one little but important exception. При маленьком, но очень важном исключении. We have been raised with Christ, but we have not yet been resurrected with Christ. We don't have the glorified body yet. Мы все со Христом были оживотворены, но мы с Ним еще не совоскресли, потому что ни у кого из нас еще нет такого же славного тела, которое было у Христа при Его воскресении. This last part of redemption will only take place when Jesus comes back, and in the rapture we И мы get знаем, a new glorified body. и мы знаем, что этот последний важный аспект искупления произойдет с нами, когда Иисус придет на землю, и во время вознесения церкви нам будут даны точно такие же славные духовные тела, как у Христа. But when it comes to the more practical aspect of death, the dominion of sin, we are totally united with Christ and we have the same position. Now we are alive to God. We are alive to live for God with a new life on the inside. Но то, что касается этой первой важной части, того, что мы, можно сказать, совлеклись со Христом, мы вместе с Ним были распяты и умерли вместе с Ним. И точно так же мы сегодня оживотворены для Бога сегодня, как и Христос жив, и мы живы вместе с Ним. This is what Paul explains in verse 10, the second part. For in what he, that Christ is Christ, died, he died to sins one, but in that he lives to God. Об этом и говорит здесь нам Павел в 10 стихе. Когда он умер, то умер для греха раз и навсегда, но живя, он живет для Бога. And now comes the most important phrase in this whole passage. И сейчас подошел у нас такой момент, чтобы мы обратили внимание, пожалуй, на самую ключевую фразу во всем этом отрывке. Verse 11, likewise, that means in the same way, reckon you also to be dead indeed to sin. Так же и вы, или подобным образом, точно так же и вы. Смотрите на себя или почитайте себя, или считайте себя мертвыми для греха, но живых для Бога в Иисусе Христе. That means take into consideration the fact that you died to sin. It happened already. И вот это слово «смотрите», которое используется здесь в новом русском переводе, оно по своему значению имеет вот такой оттенок. Но вы возьмите во внимание этот факт, и вы считайте себя на основании этого факта мертвыми для греха, но живыми для Бога. So this is what we have to do with the truth that he reveals. We have to calculate with this fact. И это то, что мы должны сделать с этой важной истиной, с этим важным фактом. Мы должны просчитать, это на самом деле бизнес-термин, который говорит, вы просчитайте всю пользу и смотрите на себя именно с этой точки зрения. We have to believe two things, that we died to sin and that now we are alive to God in Christ. Мы должны с вами считать
взять во внимание два факта. Во-первых, мы с вами все умерли для греха вместе со Христом, и теперь вместе со Христом мы живы для Бога. And the conclusion is verse 12, let not sin therefore, because this is a fact and you calculate with this fact, let sin therefore not reign in your mortal body, that you should И obey the потом lust thereof. И поэтому мы читаем с вами в 12 стихе вывод этого всего. Тут говорится, поэтому, то есть на основании выше изложенных фактов, которые вам нужно увидеть и принять во внимание, не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле и не идите на поводу у его похотей. I'm very much aware that my language, and especially in English, is not enough to explain this whole thing in the way it should be explained. Я осознаю, что уровень моего языка, в частности, например, уровень моего знания английского языка, недостаточен просто для того, чтобы объяснить эту удивительную вещь должным образом. So my advice, please read this passage again and again. Ask the Holy Spirit to be your teacher and to lead you into all the truth, that you get supernatural revelation about this marvelous fact that you died to sin and that you are alive to God in Christ Jesus. Поэтому я вас умоляю всячески, чтобы вы, приглашая Святого Духа и полагаясь на Его помощь, раз за разом читали этот отрывок до тех пор, пока в вашу жизнь не придет это сверхъестественное откровение, которое содержится и зиждется на этих двух фактах. Вы умерли для греха и теперь живы для Христа. The same truth is explained concerning the role of the law in chapter 7. Похожим образом объясняется принцип того, что такое закон в 7 главе. And we died to the law so we can be free now to live in the Spirit. Там написано, что подобным образом мы с вами уже умерли для закона, для того, чтобы нам теперь жить в благодати. And the whole argumentation of chapter 7 comes to this climax in verse 8, in chapter 8, verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. И потом мы доходим до кульминации этих рассуждений о том, как мы умерли для закона. Мы находим эту кульминацию в Римлянах 8 главе во 2 стихе, где написано: «Потому что закон Духа, дающего жизнь через Иисуса Христа, освободил тебя от закона греха и смерти». See, sin was a law which works whether you believe in it or not. It's a law and it's in function all the time. Грех сам по себе является еще и определенным законом, который, независимо от того, веришь ты в это или нет, нравится тебе или нет, это закон, который действует все время. And this law was working in us, and therefore we sinned all the time. И этот закон работал в нас постоянно, и поэтому мы были покоренены этому закону, и этот закон толкал нас на грех и побуждал нас на грех. And in the new birth that we experienced when we gave our life to Jesus, a new law came in our life. И когда мы были рождены в Боге, мы совоскресли со Христом и Иисусом, новый закон начал действовать в нашей жизни. It's a law that is stronger than the law of sin and death. И это закон, который сильнее закона греха и смерти. So there's a new law working in us now, which is the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Итак, мы остановились с вами
на том, что теперь в нас, рожденных свыше, работает новый закон, действует новый закон жизни и духа во Христе Иисусе. This is the work of the Holy Spirit on the inside of every believer that he should believe and therefore experience. И это работа Святого Духа, которая происходит внутри у каждого верующего. И нам очень важно поверить и переживать эту работу Духа, это действие. The law of the Spirit has made us free from the law of sin and death. Этот закон Духа уже освободил нас от закона греха и смерти. Notice it doesn't say it will one day make us free. It has already set us free because the Spirit is there and He is stronger than the old law of sin and death. И обратите внимание, здесь не говорится о будущем, что когда-нибудь закон Духа во Христе Иисусе освободит нас от закона греха и смерти, но в реальности этот Дух уже сегодня живет внутри нас, и закон Духа сильнее закона греха и смерти. So, this is how we allow grace to work in us and how we no longer allow sin to reign in our body by believing these facts. И это то, как мы и позволяем а, закону Духа и благодати господствует внутри нас, когда мы верим и опираемся на эти библейские факты. I remember the old days when I just started to walk with Jesus and I didn't study these things in detail. And I heard something about dying with Christ, and I thought, this is the solution. How can I die with Christ? Я помню, когда я только уверовал и совершенно не понимал всех вот этих вещей, о которых мы с вами говорим, я их, к сожалению, тогда не изучал, и я что-то услышал о том, как мы умираем вместе со Христом. И я подумал, надо же, какое чудесное избавление и решение, так как же мне умереть со Христом? No, even before I had this idea, I thought about killing sin. And I need to kill sin. And how can I kill sin? И еще до этого я тоже размышлял как раз на тему, что грех надо убить, и как же мне его убить? And if you ever try to kill sin with your own strength, then you know what happens. Sin is always stronger, always. И каждый из вас, кто уже пробовал убивать грех в своей жизни своими человеческими усилиями, уже сделал этот вывод, что грех просто таким образом непобедим, он всегда сильнее. The power of sin is not overcome with willpower, no chance. Никто не сможет усилиями своей человеческой воли победить грех в своей жизни. Просто нет у них такого шанса. Yes. And when this didn't work, then I heard about dying with Christ. And then I thought, my goodness, what must I do to die with Christ so I can be free of sin? И потом, когда я попытался просто своими человеческими усилиями волевыми победить грех, и мне это не удалось, я услышал вот эту идею о том, что мы должны умереть вместе со Христом, и я озаботился этим, как же мне теперь умереть. And then God opened my eyes to this wonderful fact that I died already to sin. When Christ died at the cross, I died with him. И потом Бог открыл мне эту удивительную вещь, этот удивительный факт, что оказывается, когда Христос умер на кресте, я умер там вместе с Ним уже. So only on the foundation of these facts that I explained, we can resist sin and temptation by faith. Only on this foundation. И только на основании этих фактов, о которых мы сегодня с вами говорили, мы можем противостоять искушению и греху. Только на таком основании. And therefore, I say a church which does not put a great emphasis on Romans 6 will not produce victorious believers. Поэтому тоже хочу сказать, что если
церковь не делает ударения на римлянах, на 6 главе, и не объясняет эти удивительные факты, которые там изложены. В такой церкви людям будет нереально господствовать над грехом. I want to also read verse 17, which says the same thing again with different words. Я бы хотел перечитать с вами еще 17 стих, который говорит о том же самом принципе, просто другими словами. But God be thanked that you were servants of sin, but you have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Being then made free from sin, you became the servants of righteousness. It's Romans 7, excuse Romans me, 17 and or 8. 18. Yes. Romans 8, Romans 6, excuse me, Romans 6, 17 and 18. Римлянам 6 глава, 17 и 18 стихи. «Но благодарение Богу, что вы, хотя и были рабами греха, решили всем сердцем следовать учению, которое вы получили. Вы освободились от греха и стали рабами праведности». See, if your mind is not renewed, if you don't have revelation, then you will marvel at this expression. You were servants of sin. Если у человека нет обновленного разума, если человек не завладел этими откровениями, то ум будет просто потрясен. Тут написано «были рабами греха». And you will say, excuse me, I am still a servant of sin. Because look at my life, look what I do. Но люди будут говорить, как же мы были когда-то рабами греха. Посмотрите на мою жизнь, я все еще раб. Это все еще есть в моей жизни. Listen to this very important sentence, which I will give you now. А сейчас очень внимательно послушайте то, что я скажу. Neither your experience nor your thoughts about yourself nor your feelings will tell you who you are now in Christ Jesus. Ваши мысли, ваш прежний жизненный опыт, ваши какие-то эмоции не способны объяснить вам то, кем вы сегодня являетесь во Христе Иисусе. You need to understand God works from the inside to the outside. И важно нам понимать, что Бог начинает свою работу внутри, и потом она проявляется снаружи. If you do not hear and believe this dramatic changes that has taken place in you, you can have no different experiences. Если вы не узнаете, не познаете и не поверите во все эти библейские факты, вы никогда не сможете их пережить в своей практической жизни. In order to experience the freedom from sin, you need to believe that you died to sin and that you are alive to Christ. This is what you have to Для, believe first and then experience. для того, чтобы вам сделаться свободными от греха, вам нужно сначала услышать, что вы уже умерли для греха, и вы живы вместе теперь со Христом для Бога. И только тогда, на основании этого откровения, вы сможете эту свободу пережить. So remember the order of faith: facts first, believing second, and experience third. И важно нам постоянно напоминать себе об этом правильном порядке. Сначала факты, потом вера в эти факты, и потом уже способность их пережить. So you have to believe what God says about you. Сначала вам нужно поверить в то, что Бог говорит о вас. And only on this basis you can grow into new experiences.
И только на этом основании в вашу жизнь придут новые переживания, придет новый опыт. As long as you, according to your experiences, believe in the power of the law of sin and death, you will experience it. Но до тех пор, пока вы просто из-за того, что в вашей жизни, допустим, есть уже какой-то большой негативный опыт, связанный с законом греха и смерти, если вы будете полагаться на вот это знание и на этот опыт, это то, в чем вы и будете We have to продолжать оставаться жить. we have to believe what God says about us. Нам важно поверить в то, что Бог говорит о нас. And no feeling and no experience will give us this understanding that we die to sin and that we are alive to God in Christ Jesus. Но никакой наш жизненный с вами опыт и наши с вами эмоции, они нас не смогут утвердить в этом факте, что мы с вами уже мертвы для греха, но живы для Бога во Христе. So, in other words, if you want to change your experiences, you need to change the way you believe. Поэтому для того, чтобы в нашей жизни был другой жизненный опыт, для того, чтобы мы могли пережить что-то новое, нам очень важно изменить то, во что мы верим. If you study the whole New Testament, you find out they consider it, the apostles, the writers of the New Testament, they consider it to be absolutely normal to live in victory, to live in the Spirit. Если вы обратите внимание на то, что пишут авторы Нового Завета, вы заметите, что жить в свободе и жить в духе было для них абсолютной нормой. Of course, there were believers in those days who didn't know these things and couldn't experience them, like the majority of the Corinthians. Конечно, там были люди, которые не знали этого и посему не могли этого переживать, например, как некоторые люди в Коринфе. Paul had to say about them, 1 Corinthians 3:3, for you are yet carnal, whereas there is among you envying and strife and divisions, are you not carnal and walk as men or as mere men? 1 Corinthians 3:3, very important. Обратите внимание, 1 Коринфянам 3:3 нам говорит такую вещь, вот как раз-таки о Коринфянах. Ведь вы по-прежнему находитесь под властью старой греховной природы. Пока среди вас существует зависть и споры, вы остаетесь прежними людьми и ведете себя так, как люди этого мира или как простые люди этого мира. See, the old man lived by the power of the flesh. Старый человек, он живет силой своей плоти. But the new man can live by the power of the Spirit, but he also could, if he doesn't know what the Bible says, he could live in the power of the flesh. Но новый человек, рожденный свыше, он может жить силой духа, но если он не знает каких-то важных фактов, и если он их не практикует, он точно так же, рожденный свыше, может жить силой своей плоти. So, having the new man doesn't mean automatically we live in total agreement with God's order. И быть новым человеком во Христе, быть новым творением не означает автоматической жизни в соответствии с Божьим порядком. But we can learn it. Но мы можем научиться этому новому порядку. Galatians 5:16 says, if you walk in the Spirit, you will no longer fulfill the lusts of the flesh. Галатам 5:16 говорит, потому что если вы живете по духу, вы уже не будете исполнять желания и страсти вашей плоти. So the scripture tells us that living in the Spirit, living in victory over the evil deeds of the flesh, this is considered to be normal. Итак, снова мы подходим к тому, что жить в победе над своими греховными страстями и плотскими похотями
и жить и поступать по духу. Это абсолютная норма Нового Завета. But many of the Corinthian believers had not yet understood and received this revelation. So they were still walking in the Но, flesh. но мы видим с вами, о чем здесь и говорится в Коринфянах, что многие коринфские верующие, они так и не овладели этим пониманием, и они не жили так, но они поступали опять-таки в соответствии со своей плотью. But they all had the potential to live in the spirit, but they had not yet learned it. Это люди, у которых есть потенциал, у которых был потенциал жить и поступать по духу, но они пока еще не научились этому. So Paul says we are a new creation in Christ. Павел говорит нам, мы новое творение во Христе. And our position is in Christ. This is 1 Corinthians 1:30. We are now in Christ. И 1 Коринфянам 1:30, оно говорит нам, что мы во Христе, мы уже имеем это новое положение или новую позицию. Мы во Христе. We were in Adam, in the old humanity, but we were taken out of this and we became part of a new humanity, which is in Christ. Некогда мы с вами были в Адаме, мы были частью старого падшего человечества. Но потом, когда мы родились свыше, мы обрели себя, мы нашлись во Христе, и мы сделались частью нового человечества. And the old prophecies spoke about this dramatic change, which is called the new covenant. Ветхозаветные пророчества говорили об этом удивительном, драматичном переживании, и они называются в Ветхом Завете Новым Заветом. And one of those powerful prophecies about this new dimension, living in the Spirit, is found in Ezekiel chapter 36. И одно из таких удивительных пророчеств, которое говорит о новом измерении, о жизни по духу, мы находим в Иезекииле, chapter 36. 36, and I will read from 25 on. В 36 главе будем... Then I will sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. A new heart will I give you, and a new spirit I will put within you. And I will take away the stony heart of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Давайте прочитаем с 25 стиха. Итак, Иезекииль, 36 глава, с 25 стиха. «Я окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь. Я очищу вас от всякой скверны и от всех ваших идолов. Я дам вам новое сердце и вложу в вас новый дух. Я заберу у вас сердце из камня и дам вам сердце из плоти». And please notice what God has promised to them and us also as believers now in Christ. Обратите внимание, что пообещал Бог им в тот момент, и, в общем-то, обещал это всем нам, тем, кто во Христе Иисусе. God says, I will put my spirit within you and Бог cause говорит, you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. в 27 стихе это написано, «Я вложу в вас моего духа, чтобы вы следовали моим установлениям и тщательно исполняли мои законы». Или, другими словами, чтобы вы смогли все это сделать. Please notice, God promises, I will cause you to walk in my statutes.
Один из дословных переводов звучит так. Здесь у нас говорится: "Я вложу, чтобы вы следовали". Например, есть такой нюанс в другом переводе: "Я вложу в вас моего духа и сделаю так, чтобы вы следовали In other words, и I исполняли". will take care that you will be obedient. Другими словами, Бог говорит: "Я позабочусь, чтобы вы смогли быть послушными". And all this happens because the Spirit is in us. I will put my Spirit in you, and I will cause you to walk in my statutes. И все это возможно благодаря Духу, который обитает внутри, как здесь и написано. «Я вложу в вас», 27 стих, «моего Духа и сделаю так, чтобы вы последовали моим установлениям и могли тщательно исполнять мои законы». Do you see the connection to Romans 8:2? The law of the Spirit of life in Christ Jesus has made us free from the law of sin and death. Я надеюсь, что вы видите эту прямую связь с Римлянам 8:2, где говорится, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. So Romans 8:2 is the fulfillment of this promise in Ezekiel 36, verse 27. По сути, Римлянам 8:2 является прямым исполнением этого пророчества, которое записано в Иезекииле 36:27. Let's turn to Hebrews 13 and we see the same thing again. Давайте с вами откроем Евреям 13 главу, и мы находим здесь ту же самую мысль. That the life in the Spirit, the life of obedience, is a work of God in us. Что жизнь послушания, жизнь свободы является плодом работы Святого Духа внутри нас. Let's go to verse 20 and 21. The God of peace that has brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well pleasing in his sight through Christ Jesus. To him be glory forever and ever. Amen. Евреям 13 глава, извините, с 20 стиха. «Пусть Бог, источник мира, который благодаря крови, скрепляющий вечный завет, воскресил из мертвых Господа нашего Иисуса, великого пастыря своих овец, укрепит He вас», или works. дословный перевод, just a second, или дословный перевод звучит так: «сделает вас способными или совершенными на добро для исполнения Его воли, и пусть через Иисуса Христа Он совершает в нас то, что угодно Ему. Иисусу Христу да будет слава во веки веков. Аминь». He will make that we do his will. This is what it says. Переводы различные говорят, во всяком случае, которые он читает. Пусть он укрепит вас на добро или сделает вас способными для исполнения Его воли, и пусть Он совершает в нас то, что How will угодно we do his Богу. will? Как мы с вами способны исполнять волю Божию? By taking all our strength and trying very hard and try to conquer the inner resistance? No. Зажимая в кулак всю нашу человеческую волю и сильно напрягаясь и просто имея это внутреннее противостояние, да нет же. Trying hard without trusting God will lead to frustration. Сильно стараться без упования и веры в Бога приведет нас только к разочарованию. Look again, verse 21. Working in you that which is well pleasing in his sight. Дословный перевод звучит так: «производя через Иисуса Христа
то, что вполне угодно Ему. He is working in you and creating those things that are pleasing unto him. Он способен производить и совершать через нас то, что Ему самому угодно. For example, purity of your motives, of your thoughts, of your fantasies. He's doing it in you. Например, Он может производить внутри нас чистоту наших мотивов, наших мыслей и всего того, что мы себе воображаем. Это Он способен производить. And the first thing we have to do, the first thing that you have to do is to trust him that he is doing his work in you. И первое, что и мне, и вам нужно сделать, это уповать и доверять, что Он все это делает внутри нас. And then on the basis of this faith comes some little works that you have to do in order to allow him to complete his work. И потом на основании этого всего нам, конечно, потребуется сделать какие-то небольшие дела для того, чтобы Он мог совершать свое действие внутри нас. Do you see that this is very different than don't do this, don't do this, don't do this, and be holy, and no one knows how to do it? Я надеюсь, что вы понимаете, насколько сильно и категорически это отличается от списков «делай так, не делай так, еще вот это не делай и будь свят». Но, правда, никто не знает, как это в практической жизни осуществить. We have to trust the work of the Holy Spirit on the inside. Это мы доверяем работе Святого Духа, которую Он совершает внутри каждого из нас. And we express our faith in this wonderful Holy Spirit by doing some little works of faith. И мы показываем свое доверие Святому Духу, который действует внутри нас, делая небольшие шаги и дела по вере. These little Как мы things, эту веру выражаем? these little things that we Excuse me. have to do, they don't do the work, they don't remove the mountain, they just give God an opportunity to do his work. И вот эти наши маленькие с вами шаги, маленькие дела, это не то, что производит основную работу и сдвигает горы в нашей жизни. Это то, что просто позволяет Богу прийти и сделать свой труд в нас. Jacob says, faith without works is dead. It will not produce anything. В Иакова ясно написано, что вера без дел мертва. Такая вера ничего не способна производить. So we have to trust that God has done a work and he will bring this work to completion in us. Но мы, во-первых, должны верить, что Бог уже совершил свое действие, и Он продолжает работать внутри нас, и Он доведет его до конца. And we have to cooperate with this power of grace that is working on the inside by doing certain little things again and again. Но все, что требуется от нас, это вместе двигаться с этой благодатью, с этой Божьей работой и снова делать некоторые небольшие действия. This is the life of faith. И это и есть жизнь веры. We trust his promises. We worship Мы him for that, уповаем thank him, and then на we take Его little обетование, steps of obedience. и мы поклоняемся Ему за Его верность, а потом делаем небольшие шаги послушания. Therefore, Paul encourages us, 2 Corinthians 13:13, to have fellowship with the Holy Spirit. Именно поэтому Павел во 2 Коринфянам 13:13 снова побуждает нас иметь общение со Святым Духом. We have to acknowledge his presence. We have to acknowledge his work that he's doing on a continuous basis in us. Это когда я
признаю Его присутствие, я осознаю Его присутствие, я признаю Его работу и действия внутри меня. Okay. And in the next session, then will have to talk about the importance of the Word of God and how Word and faith goes together and how to live with this wonderful Word of God. Но что ж, а в следующей нашей встрече мы поговорим о важности Слова Божия и о вере в это Слово, о том, как эта вера и Слово Божие взаимодействуют. And then I will explain more in detail how to get revelation, how to be taught by the Holy Spirit through the scriptures. И тогда-то мы с вами поговорим, как нам получать откровение и как нам быть наставляемым Духом через Писание. And what things we have to watch so that the Word of God can really do its work in us by the Holy Spirit. И зачем нам следует наблюдать, с чем нам следует быть внимательными для того, чтобы Слово Божие производило в нас плод Духом Святым. Because if we don't look carefully at the scriptures and watch our lives, it could happen that all our faith is just in vain and will not produce any fruit, neither in character nor in deeds of love. Потому что может, к сожалению, тоже так случиться, что когда мы пренебрегаем Словом, и мы пренебрегаем с какими-то важными вещами внутри себя, то вера наша может оказаться тщетной. Она может оказаться тщетной и в изменении нашего характера, и в делах любви, которые Бог ожидает от нас. So this will be the subject in the next session, the Word of God, how to live with the Word of God, how to make the Word effective in our innermost being. Поэтому вот касательно следующего раза мы будем говорить о том, как позволить Слову Божьему приносить плод внутри нас и быть эффективным. Okay, thank you for watching and see you next time and be blessed and study these things and you will have great benefit from it. I believe it. Спасибо вам большое за ваше внимание. До следующих встреч. Но опять-таки вдохновляю вас изучать то, о чем мы с вами сегодня говорили, потому что это принесет вам удивительную пользу. Okay, bye-bye. God bless you. Ну, до свидания. Пусть Господь благословит вас.